прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Зная все тонкости. Глава республики ознакомился с ходом уборочной кампании зерновых и проинспектировал строительство мечети. Пятый столб ислама. Первая группа чеченских паломников вернулась на родину из Саудовской Аравии. Расскажем о счастливчиках, которые делят жизнь до и после хаджа. Точно в цель. Большое спасибо чеченскому народу, который нас встречает на земле. Ребята все поддерживают больше, чем своих земляков. Ребята все поддерживают, инструктора все помогают постоянно. В Российском университете спецназа состоялись соревнования по тактической стрельбе «Свои люди». Имена лучших в данном выпуске. Профанации мифотворцев о том, что шейх Мансур не являлся первым имамом Кавказа, опровергнуты. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий передал Рамзану Кадырову письмо правителя Аварского ханства Умахана VI, адресованное Ушурме, в котором он обращается к нему как к своему имаму. Его содержание разбивает сомнения и спекуляции на эту тему. Адам Магомедов о деталях письма и его значении. Первый имам Кавказа шейх Мансур известен как выдающийся военно-политический и религиозный деятель, который был предводителем народно-освободительного движения горцев в конце XVIII века. Один из ключевых письменных памятников о его важной роли в истории нашел и передал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с Рамзаном Кадыровым и его соратниками. Это рукопись правителя Аварского ханства Умахана VI, адресованная известному проповеднику. Сегодня исторический день. По сути, мы возвращаем историю чеченского народа, какой она является на самом деле, и закрепляем то, что шейх Мансур являлся первым и главным имамом народов Кавказа. Мы это возвращаем, и теперь историю чеченского народа переписать невозможно. Таким образом, это Чеченская Республика, чеченская земля, чеченский народ, который дошел до наших дней мужественным и всегда отстаивающим свою национальную гордость, вот, мы закрепляем ту историю, которая была. Когда Джамбулат нашел 67 человек, это первая серия, это вторая серия окончательная, и можно было указать, эти ребята хотели какие-то несусветные средства. Но для меня было символично своему брату это вручить, чтобы это сделал именно я, поэтому все я передал, получил, и сегодня мы это вручаем. Для меня это глубоко символично, одно из главных событий, сколько бы мне не предстояло прожить, одно из главных событий моей жизни, учитывая мое особое отношение к моему брату Рамзану Ахматовичу и к этой земле, где живут мужественные люди, которых мы любим, ценим и уважаем. Аллаху Акбар. В сети в последнее время активно распространялись различные спекуляции на тему того, что шейх Мансур не был первым имамом Кавказа и что некоторые чеченские общества выплачивали дань. Однако исторический документ доказывает обратное, а его подлинность подтверждена в научных кругах. В этом письме, уважаемый Рамзан Ахматович, доводится информация от Умахана Великого, его еще называют и храбрым, и бешеным, и так далее, который, согласно Википедии, контролировал Тушетию, брал дань с Ираклия II, с Ахалцихского паши, с Шекинского, Бакинского, Ширванского, в общем, со всех он брал дань. И в Википедии, дабы рассорить наши народы, народы Кавказа, некоторые недобросовестные, как сказал Леонид Эдуардович, люди даже написали, что якобы он брал
дань с некоторых чеченских обществ. Мы доказали, и это письмо доказывает, что никакой дани он никогда в жизни никто не брал с чеченского народа, а имам Мансур, которому Умахан в этом письме мы переводили, и здесь в этом письме конкретно Умахан Великий, Бешеный, Храбрый обращается к шейху Мансуру по его титулу «Имамуна, ты наш имам, мы твои подчиненные». И дальше у них идет, значит, согласование, более точную информацию вам дам о дальнейшем ведении боевых действий. Он говорит ему, что достаточно земель других, если бы мы, допустим, там где-то в Грузии или туда, куда-нибудь вглубь Южного Кавказа пошли бы с Россией, как бы пока у нас сил нету воевать, Богош, он по-своему пытается давать ему наказ. Поэтому вот это мы обратимся официально к Википедии, чтобы они эту ошибку и это пятно, которое молодежь читает каждый день, с нас убрали. И это первое. И второе, теперь больше нет сомнений в вашей правоте, когда вы сказали, что шейх Мансур это первый имам Кавказа. Мы не сомневались. Да, мы и не сомневались. А вот тем, кто сомневался, вот это письмо у нас есть, и мы с вашего разрешения предоставим копию, архивированную из этого письма, на международную конференцию, посвященную деятельности шейха Мансура, которая пройдет у нас в конце сентября месяца. Обязательно нужно, да. Надо показать, доказать, да. И мы не говорим, да, что мы великие, да, мы или другие хуже, да. Мы говорим, как есть, да. Да. Правда. В этом же письме он говорит шейху Мансуру, что отправляет к нему, значит, с данным письмом и с другими поручениями Али Аскербей, это отец будущего имама, который был до имама Шамиля, имама Хамзатбека. Это был его отец. Это еще раз говорит, что вот этот сильсилат, который шел от них, как от шейхов, как имамов, начался с имама Мансура. Вот. И это письмо еще раз подтверждает братство и дружбу между народами Кавказа, которую оно только укрепляет. Да. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Была проделана кропотливая работа по поиску письма. Документ закрепляет историю чеченского народа, отстаивающего свою национальную идентичность. Большое дело. Да, Вести. Все, теперь историческая справедливость. Да. Ахмад Хаджи лозунг: пусть восторжествует справедливость. Именно об этом. Все. Это Это уже не наше. Это Чеченская наше Республика. общее достояние, но храниться оно будет у того, кто его достал для чеченского народа. Президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров сообщил о присвоении главе региона звания лауреата Российской Нобелевской премии за борьбу и хранение исторического наследия и ценностей страны. Сама награда будет передана Рамзану Кадырову позже. Рамзан Ахматович, я еще хотел бы вас поздравить с другим событием. Вы стали лауреатом Российской Нобелевской премии Людвига Нобеля за героизм, сохранение идентичности и самоотверженности в борьбе за ценности России и Чеченской Республики. Она вам присвоена, и когда вы посчитаете по графику лучше вам, значит, специальная комиссия во главе с Ириной Александровной Винер и Машковым, который возглавлял этот доверенный лист Париж, вот, они хотят, чтобы мы, хотят вам вручить ее, приехав сюда, лично вам. Ею обладают такие люди, ну, Владимиру Владимировичу Путину она была присвоена в 2008 году, и там другие очень известные люди. Там сопредседатель оргкомитета Степашин. Нобелевская премия – это премия Альфреда Нобеля, а это его брат Людвиг. Людвиг Нобель. Вот, считается как малая Нобелевская премия. Она была учреждена еще в 1908, по-моему, году. Рыболовля – одно из хобби Леонида Слуцкого. Свои навыки он опробовал в небольшом водоеме. Конечно. Давай. Конечно. Я уже все схватил. Все уже. Давай. Задача выполнена.
Лидер ЛДПР встретил генерального директора компании «Данон» Ибрагима Закриева и дал ему некоторые наставления. Значит, мы должны увеличить здоровое питание в стране, тем самым помогать здоровью нации. Вот. Ну все. Помогай Рамзану Ахматовичу, помогаешь себе. Все, до скорого. Поехали. Брат, до связи. Давай. Ахмат сила. Ахмат сила. Аллаху акбар. Валиллахи алхамд. Ахмат. Сила! На этом встреча чиновников завершилась. Копия письма Умахана VI, имаму Кавказа, будет представлена на международной конференции, посвященной деятельности шейха Мансура, которая запланирована в Грозном на конец сентября. Адам Магомедов, Харан Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, Вести, Чеченская Республика. Рамзан Кадыров посетил сельскохозяйственные угодья в Грозненском муниципалитете, где началась уборочная кампания. Всего в этом году было засеяно около 300 тысяч гектаров. В работах по всему региону задействовано 621 единиц зерноуборочных комбайнов. Затем политик посетил мечеть, возводимую рядом с площадью Минутка. Она будет способна вместить 3000 прихожан и сочетать исламскую и тимуридскую архитектуру. Репортаж Лейлы Муртазовой. В субъекте в разгаре уборочная кампания зерновых культур. В связи с этим глава региона вместе с заместителем председателя правительства, министром сельского хозяйства Висханом Мацуевым побывал на одном из полей, засеянном озимой пшеницей на территории Грозненского сельского района. Рамзан Кадыров оценил добротность урожая. Догнаш догде чигалло, саде чигалло. Васандара директор жим дог не хватало, вот догде чигалло, саде чигалло, около ориентировочно 40 центнеров да мула. Его в прошлом году 28 мер, где-то за 400 валовый сбор общего урожая. Все like это дикалдала, где-то 4 класс, дикий мула. Дамда камекш. Дамда камекш, да? Вот это 10 тонн. Когда нет, когда ли, алшер, мухлаж. Да, видите, что что. Ю. И босс пьет, что? Хади что лежит одику. Он дамда камекш даже. Alhamdulillah, haberka все, масума дикро. А проблемят, техник ти проблемят, рабочий состав ти проблемят. Юба, хар шети до юба, эйгель, диктаули. Да, бед кидается. Он туда. Да, ну, юбка, доктор, да, задевал чревой, миллиарды гостей, шелковые военно-морские гидромейские филиалы. Есть ремонт мастерской, а не шарбоны, да, мула, проект филиала. Запчасти, типа, я тебя проблемы, да? Хак, я это хак, это делаю. А сам да, ты сейчас вот, условия еще, воздух, кондиционер еще, а одно удовольствие, баба. В 2024 году в республике засеяно озимых культур вместе с рапсом свыше 163 тысяч гектаров. На данном поле с зерном площадью 60 гектаров уже активно работает уборочная техника. Своевременный сбор урожая позволяет сохранить качество продукции. Руководитель субъекта примерил на себя ответственную роль комбайнера и лично поучаствовал в процессе.
Roger kan det til så det går så. Jo ja, siger det på mig jo. Vi ser hvad det er. Ja, det er jo. Hvad så det er så ja. Pas bliver dog. Det skal ikke være noget dog. Наградно представили, да, Александр. Да, это лучше. А ты взял вот это. لا точно можешь. يلا يدخل ماشي يتعاون انا بينهم يا سيدي. عشان شو На сегодняшний день Министерство сельского хозяйства имеет специализированную технику со всеми удобствами. В уборке задействованы 621 современный комбайн. Для перевозки 663 единицы грузовой техники. Кроме того, имеется помещение для очистки и переработки более 300 тонн урожая. Это играет большую роль на увеличение показателей. Рамзан Кадыров, завершая обход, поделился своим мнением об общем состоянии дел. Техника ju, urăjai ju, așa, la lor du, da, câte don, câte region și don, arendată pe don, arendul tehnică lișă și du, al feest verrest don, 90% al megădăs, al feest de lu, mens, da amul don, hoșă don. Ați văzut că urăjai, seriu al volki, spune. Ja, det är verkligen väl. Det är så så. Och han får nog med det. Minister, det går glad så. Alla och. Ja, då får väl. Det är så så. Ja, väl det är så var. Сулим Умаров трудится на этой работе 16 лет. Для него этот день запомнится надолго. Ему посчастливилось разделить свое повседневное дело с Рамзаном Кадыровым. техника қиет шау сани ақша іште белаш беш ел тошердики дела етама işte белаш беш öğrenci хадо сер белаш беш что сейчас условия везде все поменялось, техника новая, работает одно удовольствие. Отметим, что структура пассивных площадей Чеченской Республики под урожай 2024 года во всех категориях хозяйств составляет свыше 300 тысяч гектаров. Все сельхозтоваропроизводители обеспечены техникой, горюче-смазочными материалами. На сегодняшний день в нашей республике предстоит провести уборочные работы на площади 304 тысячи гектаров. Следующая точка инспекционной поездки – площадь Минутка в Грозном, где идет строительство мечети на 3000 прихожан. На объекте уже завершены бетонные работы, возведены минареты и купола. Внутреннее убранство святыни приобрело восточный облик. Курирующий строительство религиозных объектов Амроди Идельгириев отчитался о проделанной работе. Esa pățet că ce lumeață. Cuz mulțet. Biliyor. Isso é outro tipo. E? Lá dentro já se dá para chegar até tanto. Çok hızlı maşallah. Jutește ne lasă să metă bohla la covid. Ya Allah teşekkür. من الله عليه بس. قاعد يحكمين ولاد واسمه شيلان واسمه ولاد رادوش على اي حلال ايوه اسمه بقى مصر يا لو ده بيقول لي على الجيش بتاعتي اللي يعني ترى ما اسمه ده الوضع
Мечеть имеет 2 этажа и спроектирована в узбекском стиле наподобие святынь Самарканда и Бухары. Здесь ведутся заключительные штрихи, устанавливаются панели стен, двери, окна и махраб. Параллельно проводится необходимая коммуникация. Специалисты отмечают, что на данном объекте работы завершены на 90%. На данный момент здесь доделываются работы по облицовке наружных стен, а также минаретов с гранитом. Параллельно благоустраивается и прилегающая территория. Возводится мечеть за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Рядом с ней расположился современный жилой комплекс. Завершить строительство святыни планируется в этом году. После она станет еще одним украшением Грозного, которое будет принимать большое количество верующих благодаря благой работе руководства республики. Лейла Муртазова, Сайтамин Мусаев, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Евросоюз ввел санкции против регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и его президента Аймани Несиевны. Об этом сообщил глава республики в своем телеграм-канале. Такой своеобразный подарок в преддверии 20-й годовщины со дня образования благотворительная организация получила за активную поддержку наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. Рамзан Кадыров напомнил несведущему Евросоюзу, что фонд Кадырова – благотворительная организация, оказывающая помощь наиболее нуждающимся и обездоленным как в России, так и за пределами страны. Региональный общественный фонд помогает жителям африканского континента, обеспечивая их продуктами питания, а также возводит колодцы и мечети, заботится о местных детях-сиротах. Небольшая организация проводит беспрецедентные акции, которые значительно превышают помощь, оказываемую Западом. Организация протянула руку Турции, пострадавшей от землетрясения, беженцам в Сирии, Бангладеше, Палестине, подытожил глава Чеченской Республики. На базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина состоялось открытое соревнование по тактической стрельбе «Свои люди». 38 команд из Чеченской Республики и регионов страны продемонстрировали свои профессиональные навыки, выполняя уникальные упражнения. Как справились бойцы элитных подразделений, знает Валентина Гусевская. Автомобиль с боевыми товарищами подбили враги. Нужно спешить на подмогу. С такой легенды начинается упражнение «Не ближний бой» соревнований по тактической стрельбе «Свои люди». На базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина они проходят не первый раз. Изначально масштабные состязания предполагались для участия инструкторов самого университета. Однако в этот раз они здесь в качестве судей. Судят у нас инструктора, все инструктора, скажем так, Российского университета спецназа. И практически 2 дня у нас центр практически на остальные работы в принципе закрывается, и работаем чисто на соревнования. Упражнения открытые, каждый участник, каждый зритель, то есть видит, как выступают команды. Даже если захотеть, не вариант скрыть от других, скажем так, результат остальных команд. В соревнованиях приняли участие 38 команд из Чеченской Республики и других регионов России. Первый раз в составе участников команда «Ураган» из Красноярского края. Все они профессиональные военнослужащие, защищающие страну от неонацизма в специальной военной операции на Украине. Командир штурмовой группы Вячеслав Журавлев с позывным «Кот» участвует в СВО с 2022 года. Получил 3 ранения и лишился ноги в ходе боя в Авдеевке. Несмотря на обстоятельства, он настроен уверенно. Приехал поддержать физическую форму и доказать, что готов отправиться защищать родину до победы. Как говорят его товарищи, у кота 9 жизней. Вообще в планах ребят своих собрать, кто с такими травмами тоже, чтобы видели остальные люди, что потеря конечности — это не конец, что можно и бегать, и плавать, и что угодно. И с парашютом сегодня пойду прыгать 4 километра. Надо молодежь привлекать, это патриотические вот эти все чувства, чтобы были, чтобы молодежь уже там с 10-11 лет бегала, уже занималась, знали, за что они готовились. Автомат в руках держали, ситуации разные бывают, как показала история. Я считаю, это очень важно. И это нужно помогать, способствовать,
организовывать. Этапы соревнований «Свои люди» проходят каждые 2 месяца. Несмотря на периодичность, каждая задача уникальна и приближена к жизненным случаям. В этот раз программа состояла из 10 упражнений. 2 прошли ночью, 8 днем. Основной уклон 3-го этапа – тактическая стрельба. Упражнение «Десант» начинается из фюзеляжа макета вертолета Ми-8. В данной ситуации он используется для десантирования личного состава беспарашютным способом. Пока один участник отстреливается от противников в виде железных мишеней, другие через препятствия спешат на противоположную сторону к таким же противникам. Задача усложняется тем, что у бойцов по 5 магазинов и всего по 3 патрона в каждом. Утрата элемента, например, перчатки или очков, означает потерю драгоценных секунд. За выступлениями внимательно следил куратор Российского университета спецназа имени Владимира Путина, начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адам Кадыров. В соревнованиях «Свои люди» могут участвовать как профессионалы, так и любой желающий. Команда из Московской области уже 3-й раз участвует в состязаниях в Руси и каждый раз в восторге от испытаний. В принципе, соревнования достаточно сложные. То есть многие гражданские команды, наверное, даже не вытянут такие физнагрузки. Вот. Мы прекрасно понимаем, что среди военных команд, наверное, победить будет невозможно гражданским, которые там занимаются по выходным. Но, тем не менее, очень весело, с ребятами пообщаться интересно. Вот. Тем более, всячески поддерживаем наших ребят на СВО. Вот, недавно буквально оттуда приехали. Большое спасибо чеченскому народу, который нас встречает на земле. Ребята все поддерживают, больше, чем своих земляков. Ребята все поддерживают, инструктора все помогают постоянно. За это большое спасибо. Очень интересный опыт, который в обычных, даже, грубо говоря, в Москве, где все есть, такого уровня соревнований мы еще не встречали. В финале команды сразились в так называемой решающей дуэли, после которой определили победителей. В общем зачете лидерами этапа стали 3 команды – полк ППСП МВД России «Воины» и служба безопасности главы Чеченской Республики Дустум и Личка. В числе наград для победителей – дипломы, памятные призы и денежные вознаграждения от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном обсудили подготовку к ежегодному фестивалю «Биноевская весна». Совещание прошло под председательством первого вице-премьера. Исат Умхаджиев дал поручение Кабинету министров максимально тесно взаимодействовать с местными органами самоуправления, чтобы мероприятия в Ножеюртовском муниципалитете прошли на высоком уровне. По словам чиновников, все подготовительные работы почти завершены, несмотря на переменчивость погоды. Гостей ждут спортивные соревнования, концертная программа и интересные зрелища. Цаница проблема я чадеги, алхамдулилlah, дикиду, шавекичи уготову, дал 3 июля. Зрелищные, духа, спортивные, культурные, массу направления мероприятий шош, яхи, хаз, юга, приезжош, хаз лоузер дош, хаз шварт да ваден риза дош. Дал духа волу мехда, иштва мехна на цар, дадиеш бол, долма, бабиеш бол киечем бинебу, вы дама само дакчан дал дух. Как сделать большие города комфортными? Различные континенты имеют разный опыт, и обмен этим опытом может быть полезным. На международном форуме в Казани собрались 200 мэров, включая градоначальника Грозного Хасмагомеда Кадырова. Он подписал соглашение о сотрудничестве с главой администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым и принял участие в церемонии открытия представительства главы Чеченской Республики в Татарстане. Турпалали Тайсумов поделится важными достижениями, которых было достигнуто на полях форума. На форуме городов стран БРИКС плюс в Казани мэр столицы Чеченской Республики Хасмагомед Кадыров представляет субъект как одного из лидеров среди регионов. В числе участников 200 представителей из 20 государств. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов озвучил приветственные слова президента России Владимира Путина. Он выразил уверенность, что встреча станет отправной точкой для перспективных инициатив. Сердечно приветствую участников Международного форума городов стран БРИКС плюс, собравшихся в гостеприимной Казани. Руководителям органов местного самоуправления, мэрам больших и малых городов из государств, которым близка политика объединения БРИКС, предстоит обсудить широкий круг профессиональных вопросов, обменяться опытом, установить новые контакты. Считаю такое общение важным и востребованным. Ведь от вашей эффективной работы во многом
зависеть стабильное и поступательное развитие городских агломераций и муниципальных образований, а значит повышение качества жизни миллионов людей, всестороннее укрепление потенциала наших стран. Уверен, форум даст старт новым перспективным инициативам, а выработанные в его ходе рекомендации и предложения послужат углублению многоплановых отношений на благо наших народов. Желаю вам успехов и всего наилучшего. В рамках мероприятия состоялась дискуссионная сессия о международном сотрудничестве и были подписаны соглашения о побратимстве между городами и ассоциациями местных властей. Городоначальник столицы Хасмагомед Кадыров подписал соглашение о сотрудничестве вместе с главой администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым. Документ предполагает новый виток раскрытия потенциала двух городов и повышения эффективности управления. Соглашение подписано 21 июня 2024 года в городе Казани. В рамках рабочей поездки чиновник из нашего региона принял участие в открытии представительства главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Татарстане. Оно расположилось в помещении Центрального стадиона Казани. В нем будут предоставлять необходимую помощь гражданам, а также обсуждать вопросы развития межрегиональных отношений. Дорогой уважаемый наш брат Хасмагомед Шамаилов, дорогие наши друзья, гости, я искренне рад всех вас приветствовать. Для меня большая честь, что мы сегодня открываем новую страницу наших братских взаимоотношений. Представительство главы Чеченской Республики, которого нашей республики, наш раис республики очень уважает, очень ценит, и нас связывают близкие дружеские узы долгие-долгие годы. Пусть это будет в добрый час, и пусть Всевышний бережет наши народы, нашу братскую дружбу. Спасибо. Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемый друг, брат Ильсур Раисович. От имени чеченской делегации благодарю вас и Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича за теплый прием. Сегодня вы выделили офис для представительства главы Чеченской Республики. Мы видим, как наши главы, руководители, какие теплые дружеские отношения у них и у наших народов. Поэтому для нас это очень важно. И передаю вам приветственные слова главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Я думаю, наши отношения с каждым днем будут крепнуть. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. В ходе визита Хасмагомед Кадыров вместе с мэром города Аргун Илесом Масаевым посетили технопарк имени Лобачевского. Он располагается в первом российском городе для IT-специалистов Иннополисе. Там предполагается широкий список возможностей для своих резидентов. Подобные комплексы имеют стратегическое значение для развития всей страны в целом. Турпа Лолита Исумов и Харун Абдулаев. Вести. Чеченская Республика. Первая группа чеченских паломников вернулась из Саудовской Аравии после совершения хаджа. Их встречали друзья и родственники в Грозненском аэропорту. В этом году было выделено 3000 мест для паломничества, 200 из которых были оплачены региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Среди счастливчиков был и наш коллега, главный инженер телерадиокомпании Султан Ахматов. Мадина Нусалчиева о тех, кто смог выполнить 5-й столб ислама. Флаги и букеты цветов. Люди целыми семьями собрались в столичном аэропорту. Все они с волнением ожидают прибытия своих родственников и друзей, которые возвращаются с хаджа. Приехала с Ингушетии встретиться хаджа Цаюшаса, еще догаленсо, сюэцансо шиваю, так саиши кию, еще нусю, еще кантву, в общем, цаха гергранах бутха, солнышки ахтина, цах. Шарик сумшахкан, колнышки ашина. Кричат яш. Видишь, виент паус. Дал массера, хачко балдойл. Вежри, массер, двезел, шабер, шоушкат. И тому, той ол, газаш. И шоушкат, и сталышит, шумдо. Сага, разная санчо, роушак, роуши реза, роуши деза, юка инкарло, куми ушяхкан, хан ожи, юка аяца, что мел, ял, аяз до ошло, латы абер тюл, резкул.
Совершить хадж – цель каждого мусульманина. В 2024 году в Чеченской Республике в город Мекку отправилось 3000 верующих. Однако в силу ограниченных финансовых возможностей и так как паломничество в долг является запрещенным, для некоторых это остается только мечтой. В этом году мусульманам хадж обошелся в $5500. Сумма для многих неподъемная. Поэтому для тех, кто еще не был в Мекке, региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел масштабную акцию. В этом году за счет фонда в хадж отправилось 200 человек из Чеченской Республики. Для вылетевших первым авиарейсом было организовано проживание в гостиницах, питание и передвижение до пунктов назначения. И вот долгожданный самолет с паломниками приземлился. Кто-то из них даже не стал снимать ихрам, специальные костюмы для совершающих хадж. Счастливые, с горящими глазами, все еще полные эмоций и впечатлений, ведь сбылась долгожданная мечта. يتصدق دير حبي نصدق شو خزا درتجا شو دق موق بويز مدينة حج رمزة ما بتشعص وغيتنا ورسو دير رئيس تنا خليل أيمانينا تنا خيش سدرة داسيت خوشور داسر وين غانا وورا دوش ستيسنا لوش موخ مباي وداخل شكل بدير لك دير رئيس خليل رئيس خليل ما بتشنا تنا أيمانينا وين هاليلا خاصك دعاء دعيتن شايك يزمت كش قاعد تكون خطبك يسدال يسير خير قد. В их числе и главный инженер ГТРК «Войнах» Султан Ахматов. Встретили его семья, родственники и рабочий коллектив телерадиокомпании. صوت دينا وديريكتور سروزانس ديريس خليل سن دقيا غير ولا نشينياتش كيبر أغور دادير زيق تامشين غير نقصان سيخ تشقا ديلين بقديش تعويض عن شورت خاني موتر سيل دقائق سيخ تشقا ديلين. Помимо самой путевки в хадж, региональным общественным фондом была оказана финансовая помощь паломникам, а в день Арафата в Мекке было роздано 12 000 голов мелкого рогатого скота, закупленных на его средства. Также в рамках этой благотворительной акции провели обряд сага. ديل غية تمسوي بتشح وبغيت ناوش تشبع جيرج سوسنرش برتجع دو حرب والخبرش دو حرتك كاش سخلي الدوق ويله سين جستر ديخر يلشن أمتن جستر ديخر إشت عقدك حسير فندو أبلاتي تير $50 أخشى دلير تون رمزا بأنيتك دال ساق دويل تونيز دال ديكنا ساوا قيل خيز. إحتى بيلو بتشع سشت وجوكي ور نيسا دلا دال تان أو نيسا نقصي هو حاج تيرة داخل دارن وادي ويتمس. دنيا جو أوجا دوغ ديشتو هم دل شموخ يتدرون هذا داخل داس. إذا هم حلقة واحد يلشتاش ساعة بس دخول دوغ شتاش أوه ساعة. ودوس آخر نيسر سن ديس يلسمن نيسر سن أشوار قداش مصر متى بوصلنا برد مصر ديلت أياخ ديلت أير. Хадж – один из столпов ислама и единственный, привязанный к определенному месту Мекки. Важно отправляться в него с чистыми намерениями, раскаявшись в совершенных грехах и пообещав в молитве не делать новых. Мадина Цалчиева, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. На ЧГТРК «Грозное» прошло награждение победителей конкурса на лучшее стихотворение о региональном общественном фонде имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Он проводился к 20-летию со дня основания благотворительной организации. Ребята от 5 до 12 лет прислали свои работы не только из Чеченской Республики, но и из других регионов страны. Все они были в видеоформате, выполнены участниками. После просмотра и обсуждений жюри в составе руководителей республиканских СМИ определило 3 победителей. Им были вручены дипломы, благодарственные письма и денежные премии. Очень много было заявок. То есть, значит, не только взрослые, да, следят за СМИ, но и дети смотрят и видят, и слышат, что, как работает фонд. И столько было стихотворений, и очень было тяжело. Я знаю, что жюри было тяжело отбирать среди участников. Как я говорила ранее, для нас все участники, они победители. Урус Мартане для девушек провели занятия в рамках культурно-образовательного проекта «Турпалхойн Мехкари».
Подобные мероприятия играют важную роль в развитии прекрасной половины человечества, помогают им узнать получше свою культуру и традиции. Занятия затронули различные аспекты: знание национальной кухни, мастерство изготовления войлока, освоение правил хореографии в национальном танце и другие грани нашей культуры. В торгово-развлекательном центре Гранд Парк состоялось уникальное развлекательное событие, первое в регионе женская интеллектуальная викторина «Леди Квиз». Организаторами выступила Ассоциация общественных объединений «Интеллектуальная Россия» при поддержке бизнес-сообщества. Представительницы прекрасного пола собрались в команды, демонстрируя знания и эрудицию. В течение 2 часов они отвечали на вопросы и решали задачи. Победительницы были награждены ценными призами от спонсоров игры. Набор проводился путем распространения информации вообще о том, что проводится данное мероприятие. Была создана регистрационная форма, которая была распространена среди ведомств, среди школ, учебные заведения, какие-то организации, тот же Гранд Парк, где мы с вами находимся. И все желающие заполняли эту форму и тем самым регистрировались на участие. А уже придя сюда, девочки просто разбились на команды, и уже на месте, в принципе, это и новые знакомства какие-то, возможно, даже полезные знакомства. Это такой старт. Мы решили, что таким масштабным мероприятием мы привлечем желающих, которые в дальнейшем смогут уже на региональном уровне, уже на более постоянной основе принимать участие в подобных играх. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.